Энциклопедия абхазской жизни можно смело называть произведение Фазилия Искандера. Все вместе и каждая по отдельности. Так и «Софичка», хоть небольшая повесть, но в ней сосредоточены все культурные, бытовые и ментальные особенности абхазов. Директор Русдрама называет «Софичку» самым абхазским спектаклем русского театра. Надо максимально пропагандировать творчество Фазилия Искандера, потому что он позволяет читателю в любой точке земного шара заглянуть в то, что называется душой абхазского народа. Чтобы человек, живущий, не знаю, в Америке, в Бразилии, в Китае, читая произведения Искандера, он поймет, кто такие абхазы, почему они уникальны, в чем их самобытность и в чем их роль в мировом, не знаю, каком-то, знаете, культурном, цивилизационном процессе, я бы так сказал. Но при этом данный спектакль, как, впрочем, и все остальные постановки Русдрама, наполнен универсальными культурными кодами, теми, что вне времени и пространства. Однако и приметы настоящего времени не ускользнут от внимательного зрителя. Потому что это о нас, это на основе истории Абхазии. Здесь те образы, которые зритель увидит на сцене, они близки каждому, кто будет сидеть в зрительном зале. Здесь будет и узнавание, здесь будет и сопереживание. И я уверен, что единение зрительного зала с тем, что происходит на сцене. Печальная судьба простой абхазской девушки – основная линия постановки. Но спектакль рассказывает не только об этом. Исторический контекст не менее важен. Любовь и смерть, добро и зло не одинаковы в разные времена. Формы, которые они приобретают, зависят от эпохи. И эпоха-то не так далека от нашей. В очень большом доме тоже знаем, что чумка прячется в лесу. Ты донесешь? Конечно. Если не будешь со мной. Об универсальности образов при яркой национальной колоритности спектакля «Софичка» говорит и Юлия Амелина, педагог по сценической речи, которая занимается с актерами, чтобы абсолютно каждому зрителю и на галерке тоже было слышно и понятно все, о чем говорят на сцене. Мне очень понравился спектакль, точнее, я видела первый акт, но до этого я видела его в театральном институте имени Бориса Щукина, его первоначальный вариант. Я очень этот спектакль люблю. Главную роль в спектакле исполняет Аманда Кварацхелия. По словам актрисы, роль Софички многому ее научила. Хотя и не совсем в жизни героини Аманда была согласна, когда только знакомилась с персонажем. Ну вот просто та верность, которую она принесла за всю свою жизнь, и она достойна уважения, и я просто рада, что я могу играть такую роль. Софичка верности может научить, мужеству может научить. Потому что вроде бы такая хрупкая 19-летняя девочка, на ее плечи упало такое горе, и она с ним справилась, она пронесла это с таким упорством, пронесла до конца своей жизни и была верна до конца своей жизни своему мужу. И она может научить именно верности, которая в наше время сейчас все намного проще. Если не подошел партнер, ну, можно его поменять. А здесь именно искренние чувства, искренняя любовь. Осман Абухба исполняет роль Девря Софички Шамиля. Роль сложную и многогранную. И только зритель, каждый для себя, может сделать вывод о его личности. Для Османа Шамиль – человек, который всю свою жизнь пытается прервать путь крови, чтобы не множить смерть. Как у него это получилось, мы видим. Мне кажется, что в этом спектакле, если вырвать из контекста автора, там речь идет о крови, о том, что кровь нехорошо, и чтобы люди еще раз, они и так видят, что происходит вокруг, но это такое вот место, где воочию можно увидеть и почувствовать о том, что такое кровь, как это ужасно, и как какие-то необдуманные поступки или решения могут сломать судьбу одного человека, а затем и всех, кто его окружает, всех его близких. Премьера «Софички» состоится 9 и 10 декабря на большой сцене Русдрама, и наверняка спектакль станет репертуарным. Еще одной постановкой произведения великого Фазилия Искандера, которую должен увидеть каждый, кто живет или хоть раз побывал в Абхазии. Марианна Котова, Абаза ТВ.